В эфире программа «Актуальное интервью». 13 февраля, в День родного языка и письменности, который отмечается в республике, в Якутске пройдет необычная акция, отборочный этап Всероссийского чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот». И сегодня гость нашей студии, основатель и идеолог этого мероприятия Михаил Фаустов. Михаил. Здрасте. Здравствуйте. Ну и сразу вопрос, который напрашивается, как только услышали название этого мероприятия. Почему чемпионат называется именно так, как в кабинете у стоматолога? «Открой рот». Я не знаю, у меня немножко другие ассоциации. Дело в том, что вслух читать с закрытым ртом ни у кого еще не получалось. И это вполне естественное название для этого мероприятия. Ну а так, запоминается. Вы же запомнили? Запомнил. Все. Цель достигнута. С 2011 года этот фестиваль «Открой рот», начавшийся в Новосибирске, сегодня проводится не только в городах России, но и перешагнул границы страны. Да, совершенно верно, да. «Открой рот», он сейчас проходит, страна разбита на 8 конференций, знаете, как в хоккее. Конференция «Восток», «Сибирь», «Запад», там, «Юг». И сейчас появилась конференция «За границей» с финалом в Париже. Там уже прошли отборочные этапы в Страсбурге, в Париже, в Лондоне. Сейчас на очереди еще там несколько городов. Так что все, мы захватим скоро всю планету и научим ее читать по-русски. Ну, это здорово. Но, тем не менее, уже 8 лет в этом году будет. И да, почему, исполнилось как раз вот на днях. Почему до Якутска добирались так долго? Вы знаете, с Якутском уникальная ситуация. Помимо «Открой рот» есть еще детская версия, страница там, уже 15, 16, 17, 19. Идет, она тоже проходит в республике. И Якутск уникальный город в этом смысле. Как раз здесь раньше прошла страница в прошлом году, а «Открой рот» только первый раз. Ну, как-то так получилось, не знаю, далеко вы. Но, с другой стороны, я, когда первый раз попал в Якутск, я сейчас уже 4-й раз в вашем прекрасном городе, я обратил внимание, как много в городе книжных магазинов, как люди любят читать, и про издательство «Бичик», например, известно далеко за пределами Якутии. Поэтому я очень, не то чтобы надеюсь, я уверен в том, что «Открой рот» здесь будет очень востребован. Я просто вижу, сколько людей зарегистрировалось, да мне уже страшно. И сколько, если не секрет? 27 человек, это прям много. Ну, это еще телевизор не смотрели, они сейчас посмотрят и дальше побегут. Думаете, что еще пойдут? Конечно. Будем в это надеяться. Скажите, это больше все-таки проект социальный или все-таки какая-то коммерческая составляющая присутствует? «Открой рот» будет некоммерческим, пока я живой. А так, в общем, конечно же, это просто развлекательный проект. Люди общаются, люди читают книги, люди говорят о книгах, люди находятся в тесном общении между собой. Что еще нужно? У всех хорошее настроение, они читают хорошие книги друг другу. Все классно. Скажите, из опыта прошлых чемпионатов, кто обычно участвует в этом мероприятии и чем он привлекает людей, что они говорят? Знаете как, здесь я как та сороконожка, которая не знает, как она ходит. Я не знаю, чем он привлекает людей. А кто участвует? Обычно спрашивают, кто побеждает. Средний портрет победителя – это мужчина слегка за 30 в клетчатой рубашке. То есть у меня есть все шансы? Да, клетчатую рубашку. Прекрасно. Скажите, а какие тексты дают участникам, насколько они сложные и вообще о формате этого мероприятия чуть подробнее? Тексты выбираются во-первых, под каждый город разные, во-вторых, под каждый сезон тоже разные, в зависимости от того, мы обычно, у нас нет как таковых там спонсоров или так называемых партнеров, мы дружим с тем или иным издательством, которое на этот год там выделяет какой-то объем книжек, который мы дарим победителям. Вот в этом году издательство «От Маргином» московское всем призы рассылает и завтрашнему победителю тоже пошлет. Тексты издательств, тексты литературных премий, в частности «Большая книга» или «Лицей», которые в этом сезоне у нас являются как бы поставщиками текстов, что называется. Насколько они сложные? Ну, знаете, я не знаю. Мне кажется, если человек умеет читать, то ему вообще ничего сложного не будет прочесть. Ну, а так, все просто. Главное, интересно. Ну, какие тексты подготовили к нашему чемпионату, тайну пока? Да, это не раскрывается. Человек, там есть разные методы проведения. Либо он рвет конверт с книжкой, либо там берет книгу там просто случайную какую-то, которую ему подсовывают, либо, как вот в последнее время мы делаем это просто с айпада для сокращения там процесса.
Вот. Никто, кроме специально обученного человека, который сидит во тьме кабинета и эти тексты выбирает, никто не знает. Даже я не знаю, что завтра будет в Якутске. А вот по отзывам участников прошлых чемпионатов, может быть, какая-то статистика была или обращение, что не любят читать больше всего, и наоборот, что какие тексты нравятся больше всего? Знаете, многие любят читать поэзию, но не все умеют. Это обычно всегда, ой, стихи, стихи, но читать стихи не так просто, и понимать стихи не так просто. К сожалению, сейчас очень много людей совсем не понимает поэзию, не понимает, чем отличается хорошее стихотворение от плохого, что хотел вообще сказать поэт. Это очень плохо, с одной стороны, и поэтому люди хотят читать стихи, но не умеют, но уже хотят, это уже хорошо. А не любят. Вы знаете, нам очень часто журналисты в разных городах приписывают, что мы заставляем людей читать инструкцию к холодильнику. Это на самом деле неправда, потому что мы один раз в порядке эксперимента это сделали, но уже после огромного количества публикаций на эту тему. Оказалось, не так интересно, как могло бы быть, но если человек опять-таки умеет читать и умеет понять и прочувствовать то, что написано, да он хоть к стиральной машинке, хоть прочтет инструкцию и всех заразит любовью к этой стиральной машинке. Здесь же главное про любовь. Может быть, по результатам чемпионата, который пройдет у нас в городе, на следующий год вы рассмотрите возможность проведения, опять же, у нас в городе чемпионата, но уже на якутском языке? Знаете, очень хочется, тем более, что, как я уже говорил, я вижу, что в Якутске в республике есть большой интерес к литературе, к чтению. Это не так просто. Работать с национальными языками, на них, вот, если говорить в целом по стране, не так много издается книг. Но я вижу, что в Якутске с этим делом гораздо лучше обстоит ситуация, чем в среднем по стране. И поэтому вполне возможно именно отсюда это движение начнется. Да, не скоро, мы раньше пробовали это делать в других национальных республиках, не получалось. Да, но проблема была именно в отсутствии качественной, хорошо изданной литературы на национальном языке. Здесь такой проблемы, она есть везде, но здесь она в меньшей степени заметна. И поэтому я очень хотел бы, чтобы именно здесь это все началось, потому что, если не здесь, то где? Спасибо за доверие. Будем надеяться, что я сам хотел бы в этом помочь. Да. Скажите, а вот профессиональное сообщество, литераторы, филологи, как к вашему чемпионату они относятся? Знаете, я тут сейчас процитирую совершенно профессионального литератора, ректора литературного института имени Горького Зея Николаевича Варламова, который в одной телепередаче на всю страну заявил, что, никто его об этом не просил, сразу скажу, что «Открой рот» место на федеральных каналах. Видимо, так вот и относится. Но мы не особо стремимся на федеральные каналы. Мы, в общем, стараемся, наоборот, чтобы это было камерно в библиотеках, в каких-то клубах, в каких-то там, может быть, барах. Потому что, книга – это все-таки интимный немножко предмет. А с другой стороны, почему бы и нет? Может быть, не на федеральных каналах сразу, но онлайн провести чемпионат? Или... Онлайн, не знаю, на радио проводили, интересно. Получилось? В прямом эфире, да. Это интересно, это смешно, это иногда даже говорят рейтингово, люди слушали. Но это было в порядке эксперимента в нескольких городах. В Барнауле было, в Орле, в Кемерово, кажется. Я причем только один раз участвовал. Интересно. Попробуем рано или поздно. «Открой рот», к сожалению или к счастью, находится в режиме постоянного роста. Уследить за ним уже невозможно. Если в прошлом году было 100 городов участников, то в этом году 200, включая Париж. Уже как-то не хватает ни сил, ни времени на это, с одной стороны. С другой стороны, мы максимально отдаем сейчас организацию местным силам. Если раньше мы старались ездить везде, то сейчас я езжу в отдельные совершенно города, которые люблю. И Якутск среди них. Я очень люблю Якутск, на самом деле. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о том, за что все-таки участники чемпионата борются. Это великая тайна. Это великая тайна, никто об этом не знает. Каждый год это разный приз, каждый год он хранится в тайне до последней секунды.
Ну, если перечислить последние там 3 главных приза, то, ну, во-первых, это никогда не связано с книгами вообще. Во-вторых, это обязательно очень дорого и очень неудобно. Вот. Ну и в-третьих, ну вот смотрите, что действующая чемпионка Катя Романцева, она на Красной площади в прошлом году выиграла билет на открытие чемпионата мира по футболу. Вот. Это очень неудобный приз, потому что пришлось там получать фан-айди, возиться, там, ездить за этим билетом там, из Твери несколько раз. Там. Ну и вот, до этого парень выиграл мопед. Единственный предмет, который был хоть как-то связан с книгами, это прибор для чтения книг, который называется диван. Вот, диван вот выиграла девушка 2 года назад. До этого был холодильник, до этого был там телевизор, iPhone, там еще, в общем, все. В общем, как бы это приз на чемпионат 2019 года и пока еще не придуман. Но даже если был бы придуман, я бы вам не сказал. И на этом тоже спасибо. Скажите, чемпионат был проведен во многих городах вы побывали, как вы сказали. Все-таки какие ожидания от участников в нашем городе, от якутян? Ой, знаете, да самые оптимистичные. Ну, исходя из того, что я знаю, я, во-первых, в прошлом году проходила страница 18 здесь, и я видел девочку, которая выиграла, она очень достойно выступила, потом на следующем этапе, она там не выиграла, но выступила очень хорошо. И эту девочку я очень часто вспоминаю как пример воли к победе, что называется. Она настолько очень круто выиграла в якутский этап, что я постоянно привожу ее в пример как человек, который в первом раунде занял последнее место, а потом в итоге выиграл всех. Вот. Я не вижу причин, почему у взрослых может быть не так. Я думаю, все то же самое. Ведь эти дети, это же дети тех самых взрослых, которые придут сегодня, вернее завтра придут на отборочный тур чемпионата в Якутске. Ну это же это вполне естественно. Ну а в завершении разговора скажите, как можно принять участие, может быть, нас посмотрели и такое желание появится, куда обращаться, куда звонить, писать, подходить? Есть сайт bibliaring.ru, там есть кнопка «Принять участие», ее сразу сверху видно, и там регистрируешься, а дальше все понятно, там все очень просто. Мы регистрируем всех через сайт. Ну, или приходить, библиотека, как называется, я забыл? Созвездие, да. Библиотеку Созвездия, вот я в ней не был, национальный бывал в библиотеке, в прошлом году Созвездия не был. Вот в библиотеку Созвездия приходите завтра, это интересно еще и посмотреть. Большое спасибо, что смогли найти время и пришли к нам. Это была программа «Актуальное интервью». И у нас в студии был основатель, идеолог мероприятия «Открой рот» Михаил Фаустов.